Угольки еще есть, вон там начало дымить. Пошевелил. Угли. Опа. Ну вот. Сейчас 10 минут и изба будет тепло, даже жарко. Загорелось все вот так. Остыло все. Антенна нужна. Без антенны ничего не получится. Сейчас вот в данный момент я сделал 14 тысяч 69 шагов. 14 тысяч 69 шагов. Ну, с утра. Вот такое количество уже прошел.
Пошли. Супчик. Ну, ладно. На, попробуй. Ну вот, ребят, Тулана накормил. Эту миску съест, он будет сыт. Сейчас я дальше буду отдыхать. Немножко поваляюсь. Часик другой. Там видно будет. Или ужин готовить, или на рыбалку. Смотрим. Чайник поставлю, чай скипячу по-новому. В избушку уже тепло. Смотрите, какой у нас спальный мешок. Целые нары. Вообще класс. Эксперт тех рулит. Кому интересно, обязательно по ссылке переходите, смотрите. Ссылка будет в описании. Еще раз говорю, качественная вещь. Радио там пытался волну поймать, ничего пока не получилось. Ну, антенна нужна. Вот такие дела. Так, время у нас получается 15 часов 34 минуты. Ну вот, ребят, немножко полежал, ну не засыпал ничего, просто отдыхал. Заварил вот этот бич-пакет. Сейчас немножко покушаю еще. И думаю, еще схожу на речку, посижу с удочкой, порыбачу. Или чуть-чуть позже, наверное, пусть солнце еще немножко сядет. Может, вечером еще ужин буду готовить, а может и нет. Посмотрим. Одним словом, отдыхаю. Что еще остается? Для этого я приехал сюда, чтобы отдыхать. Сейчас чай попьем. Сейчас вот я полежал, ну где-то минут 40, наверное, валялся тут. Может, чуть больше. И вот именно вот этого спального мешка, какого-то вот, действительно вот идет какое-то тепло. Вот этот искусственный, искусственный пух. Вот в характеристику надо посмотреть, я все не запомнил, там из чего это. Но факт, что тепло. Бывает там, скажем, куртку надеваешь и тебе холодно. Вот ватные, как сказать, бушлаты. Вот именно вот, как же это, ватинта. Фуфайки. Вот именно фуфайки. Вроде сделано из ваты, но все равно тепло уже не так дает. А вот этот ништяк. Мне понравилось. Вот прям как будто на печи лежишь. Я это не обманываю, не выдумываю. Перехваливать никого я не собираюсь. Я говорю то, что есть. Скажем, если человек что-либо, какой-нибудь товар закажет от моего имени, и он будет разочарован, это не в моих правилах. Я говорю правду. Он мне понравился. Вот этот соус майонезный, это уже не очень. Не буду говорить, что, скажем, вообще не годится есть, но он безвкусный какой-то вот, как кисель.
Ребят, дым с трубы идет. Я оделся, собрался на рыбалку. Вечереет уже вон, солнце наели. Так, ладно. Хочется вниз по течению, ниже на поворот сходить. Не знаю, только по берегу или же по льду, по реке. За водой еще надо. Ведро воды надо набрать. До утра, чтобы хватило. Так. Куда сходить? Обычно там выше я рыбачил раньше. Не, наверное, ниже схожу. Схожу ниже. Вот эту сумку ставим. Так будет. Еще. Да, Тулами? Да, ниже схожу. Попробуем там. Ребят, рыбу я нашел. Рыбы очень много. И не крупные только. Сейчас будем ловить. Вроде плотва. Черпак потерял, вот и приходится руками вычерпывать. Ну вот. Ничего себе. Мелкий. Плотвами мелкий. Первая плотва, ребят. Ну что, ребят, сижу, мерзну, рыба не хочет брать. Вы даже не представляете, сколько тут рыбы. Я первый раз такое увидел. Немножко поснимал, сейчас я сразу же покажу вам. Надеюсь, файл как бы записал, сохранил. Там в основном, наверное, плотва. И я не пойму, что за рыба там. И самое главное, не клюет. Понимаете? Вот тычки есть, тычки вот так. Подойдет, дернет и все. А чтобы, скажем, брать ничего, вот прям их там сотни штук. Не 10, не, скажем, не 5, не 10, а сотня. Может и больше. Пипец. Больше часа уже рыбачу, только 2 рыбы. И все. Не хочет брать. Как сказать, рыба есть. И рыбу я нашел. И я не знаю, может завтра с утра, может днем, какое время клюет, пока неизвестно. Но вечером 100% не хочет брать. Что-то ему мешает. Ну все, ребят, я рыбалку закончил. Ничего не поймал больше. Одним словом, 2 рыбы только. Начало темнеть, и кивок плохо виден. Вон тут, смотри, лапу дает. Все, отдыхать сейчас пойдем. Короче, и знаете, рыба куда-то отошла. Здесь я только сейчас в данный момент видел одного ерша и проходные такие белые рыбы там, елец или плотва там. Основная масса где-то в сторону, наверное, к середине реки, на середину реки ушла. Так плавают там, но такое количество, что я видел, такого сейчас нету. Там единицы остались. Вот. Ну вот, наш улов. Без обмана 2 рыбины. И все. Больше ничего нету. Ладно, пойду сейчас на избу, ребят. И на сегодня рыбалку буду заканчивать. Хватит. Считай, с 9 часов или с 8 часов уже на реке, на льду. Завтра попробуем еще. Завтра сперва жерлицу возьму, потом на машине приеду, там у меня палатка
палаткой сидеть. Я сегодня так замерз, бля. Ветер такой холодный. И завтра то же самое будет. И заморозку ударят. Не знаю, как жерлицы там замерзнут или нет там лунки. Ну, все это увидите завтра. А сейчас давайте пойдем на избу. Чистейшая вода. Ну, ящик тут все оставили. Завтра будет продолжение рыбалки. Смотрите, сколько крови тут у Ивана. Опа. Ну вот. Нам сегодня и завтра воды хватит. Будем дома лежать, отдыхать. Ой, разделся, мне домой надо позвонить. Так. 25 минут 8 уже. До села где-то 14, примерно 14 километров, но на прямике еще ближе. И вот этот телефон, это старый новый телефон, скажем, ну, как бы не новый, он старый. У меня Nokia, которая постоянно не подводила, ни разу не подводила. У него разъем вот куда оставляешь провод, износилась. И я вот этот старый телефон взял для удобства. Он тоже как бы этот разъем подходит, как у всех там у меня, что из гаджетов там все одинаковые, ну такой разъем. Но этот телефон Техет ли что там написано, вот. Все это для тайги не годится, связь не ловит. Обычный смартфон, ребят, смартфон, который в тайге беспомощный. Я дозвонился, но пару слов успел сказать и выключилось. Потом я смс-ку еще скинул жене Викторовне, как бы написал, что все хорошо со мной. Все. Короче, новый телефон мне надо покупать для тайги. С таким разъемом, вот с таким разъемом. Обычный разъем. Вот. Не знаю, как называется этот. Что у фонариков, что у радио, что еще какие-то приборы. Все одинаковые. Но этот слабый. Этот первый и последний раз же. И еще бахну спать. Хватит. Время 8 часов. Вот это да. Порыбачили сегодня капитально.
Дошли до чаепития. Это, считай, ужин. Пускай будет ужин. На ужин у меня чай. Хлеб с маслом будет. Колбасу не хочу. Тут у меня остатки бич-пакета. Тоже можно доесть. Тулан пришел. Я ему сухари дал. Тоже хрустит там. Кириешки. Хотел, знаете, еще сегодня пожарить картошку. Но вот видите, как сейчас уже 8 часов вечера, какая может быть картошка. Быстро-быстро чай попить и лечь спать. Немножко прикрою дверь. В целом день прошел нормально так, как сказать. Поставили жерлицы, порыбачили вдоволь сегодня. Конечно, сейчас вот вечером чуть-чуть неудачная рыбалка получилась. Такая, рыбы дразнят, их много, очень много, но вот не попадают. Погода сегодня холодная, ветер такой холодный, и ночью будут заморозки. Завтра топор возьму. У меня, между прочим, я взял пешню, но он у меня на УАЗике. УАЗик вообще ночует сегодня вообще в стороне от нас. Далеко. Пускай. У нас тут свои, как бы, свои односельчане такое плохое не сделают. И не боимся мы технику оставлять. Бывает, там и машину оставляем, и бураны, когда ломаются в пути, там оставляешь. Не надо там бояться, что что-либо случится. Знаете, вот с города приезжают рыбаки, очень много рыбаков, тоже машину оставляют на несколько дней. Никогда колеса не прокалывают и не сжигают машины, как в других регионах. Там вообще как-то люди совсем злые, или я не знаю, от чего это все делают. Ну, скажу вам, все разные люди. Но у нас в данный момент пока все нормально. Будем надеяться, что так и будет. Избы не закрываем в основном. Я один раз здесь закрывал из-за того, что начали молодежь там приезжать, там пиво пить, там бардак оставляют. Это мне не нравится такое даже. А в основном избы все открыты. Сегодня буду в спальном мешке спать. Сейчас после чаепития попробую залезть туда. Как, насколько комфортно там. И сколько свободного места. Сейчас я еще буду тестировать, для вас рассказывать. И самому интересно тоже. Надо посмотреть. Вот. Самое интересное будет завтра. Будет интересно узнать вам, что попадет на жерлицы. Самому мне тоже очень интересно. Попадет щука или налим. Все есть, хищная рыба есть у нас. Налим белую рыбу не очень так уважает. Ему надо ерш и пескарь. Ну, поглядим. Китай всю ночь сейчас уже в холодную ночь налим обычно гуляет.
это все увидим завтра. А я продолжаю чай пить. Ну что, ребят, давайте попробуем спальный мешок от компании Expert Tech. Как внутри спального мешка себя я буду чувствовать. Где молния там. Так. А вот она, молния. Получается два бегунка тут. Так. Сейчас. Надо приноровиться и все получится. Ну вот, ребят. Потихоньку будем заходить в мешок. Ой, тепло. Я не знаю, из чего это все сделано. Просторно тут, очень просторно, очень просторно. Но сразу чувствуется тепло, моментально. У меня двери открыты. Опа. Ну что сказать, ребят. Мешок просторный. Во-первых, очень просторный. Швы аккуратно все сшиты. Молния хорошо работает. Здесь еще дополнительно вторая молния. Вот. Как бы, если вдруг вам будет жарко ногам, вот, можно открыть так. Все. Видели? И тепло. Самое главное, в общем, как-то действительно, как сказать, что вот написано минус 35. Думаю, скажем, в палатке будет комфортно в нем отдыхать, спать. У нас, когда был вот этот спальный мешок, у нас молнии не было, ничего. Там даже пуговицы не было. Какие-то вот из палки какие-то веревки сделаны. На палках там закрывают. Вот так. Обалдеть. Можно в одежде даже зайти. Мне нормально. Мне понравилось. Действительно, это все без обмана. Тепло, комфортно. Как-то и вот этот хлопок. Внутренняя обшивка, вот этот хлопок.
как-то все мягкое, вот, чуть прям тело. Я не знаю, что еще сказать. Это надо вам просто почувствовать самим. Сегодня у меня, ну, конечно, я так в мешке спать не стану. Я наполовину буду так закрываться вместо одеяла. И так буду спать. Ну, у меня хорошо работает. Меня удивило то, что очень тепло. Вот у меня вот прям в характеристиках обязательно посмотрите, ребят. Перейдите по ссылке и посмотрите, что за материал. Я сейчас не могу сказать, не помню. Но факт, что вот у меня колени как будто батарейкой прислонены. Прям четко так греет. Вот. Ну что сказать, ребят. Давайте, наверное, закругляться и будем ложиться, отдыхать. Встретимся завтра. Что как будет, буду снимать, показывать. А на сегодня все. Давайте. Пока. Ай, хорошо.